Добрий ранок. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. Говоримо про найцікавіші і найактуальніші події в Україні та світі. В студії працює Олександра Сенько. І переходимо до цікавої, важливої теми. Це у соціальних мережах вийшла стаття, яку написав британський офіцер і військовий експерт Глен Грант. Він працює в Україні з 2010 року та постійно в якості радника міністра оборони України з 2014-го. Про те, як втілювати і які зміни проводити в українській армії, про здобутки, яких досягли, і про стратегічний розвиток і набуття нових тактичних навичок в умовах, які ми отримуємо в умовах війни, говоримо з Натаном Хазіним, військовим експертом. Вітаю вас у нашій студії. Пане Натан, от перше питання. Як ви вважаєте, чи можуть бути якісь окремі вдалі військові операції українських військових вважатися в принципі, ознакою того, що армія реформована, принаймні, або вона знаходиться у реформаторському становищі? Ну, я думаю, что вопрос на самом деле относительно отдельных операций, но говорить о целой реформе еще достаточно далеко. То есть определенного рода наработки существуют, и определенного рода обучение происходит без сомнения, но говорить о каких-либо системных реформах нам ще достатньо далеко. Що заважає втіленню цих системних реформ? Добрая воля. Добрая воля и понимание процессов, и понимание неизбежности того, что жить вчерашним днем невозможно. Що ви називаєте вчорашнім днем? От, власне. Мы, как в статье уважаемого Глена Гранта было указано, это конфликт, с которым мы столкнулись, это конфликт большой советской армии против маленькой советской армии. То есть это стандарты XIX века, перешедшие к нам вне зависимости от технического прогресса. Так вот исторически сложилось в советской армии, а потом уже в украинской армии, что технология, ну, в особенности после независимости Украины, что технология в армию приходит последней. То есть в стандартных западных армиях технология в цивилизованный мир приходит через армию. Это было от памперсов детских, которые изначально были разработкой Procter & Gamble для ВВС США, не нашло своего применения, нашло применение в гражданском секторе, до интернета или любого рода связи, которая существует. Это было изначально армейской прерогативой, которая воплотилась в гражданское решение из армии. У нас происходит все наоборот, и происходит по остаточному принципу. То есть нет прогресса, который двигает армию. Почему это происходит на Западе таким образом? Потому что действительно армия является достаточно широкой и большой бюджетной составляющей. И обороноспособность зависит от модернизации и от применения различного рода техники и средств, которые позволят армии выполнять свой функционал. Україна до 2014 року, українська армія існувала на засадах радянського стилю армії. Що ви могли б зараз відзначити, що, можливо, щось змінилось? По сути, сейчас меняется только форма. То есть форма и отношение к процессам. Реальные изменения будут только при... Мы не должны, на самом деле, не выдумывать никакого особого пути. Да, мы воюющая страна, у нас не совсем стандартная ситуация, но при всем при этом все уже было проведено до нас. Все варианты реформации армии происходили во всех странах НАТО. Нам просто нужно взять за основу те положения, ту систему, которые существуют в странах блока НАТО, и воплотить их с определенной спецификой локальной, связанной с географией, связанной с ментальной и так далі. Ми говорили про радянські засади, на яких базуються. Скажіть, будь ласка, от крім форми, в якій існувала на радянських засадах українська армія, вона якось вплинула і на мислення, власне, командного складу?
Да, без сомнения. Вот, ну, как нужно понимать, что... Наскільки, я маю на увазі, наскільки вони тактично готові зараз на зміни? Они не готовы. Это связано с, я же говорю, это основная ментальная проблема. Это проблема руководства армии, которая в 80-е годы закончила там офицерские курсы, и сегодня там де-факто там люди 45-46 лет, генералы или генерал-лейтенанты, которые... Вони мають бойовий досвід? Частично они имеют боевой досвид, но снова-таки в виде миротворческих действий, в которых принимала участие Украина. В крупномасштабных войнах они без сомнения не участвовали, кроме Афганистана. Но снова-таки вот этот пример Афганистана, он, с моей точки зрения, не является хорошим примером для украинской армии, потому что в Афганистане воевали 10 лет, в Афганистане положили несколько десятков тысяч своих солдат и не добились победы. Понимаете? То есть вот этот опыт невозможно... Він не успішний. Он не успешный, да. Теперь единственный опыт боевых командиров, ну, я имею в виду введение вот таких военных действий, базирующийся на неудаче, не может привести к победе, понимаете? То есть вот их этот опыт, он не является позитивным, его невозможно использовать как платформенно для того, чтобы сделать изменения, для того, чтобы победить. В большей степени я за 3,5 года ни одного раза не слышал от высшего руководства нашей армии глагол «победить». И мне кажется, что вот даже на таком уровне это сложно. Плюс восприятие там, и отношение их процессов, плюс того, что многие из них понимают, что они воюют на Востоке со своими однокашниками, да, людьми, которыми они сидели за одной партой. Эти факты были неоднократно озвучены. То есть представьте себе, что по две стороны баррикад сидят два однокашника, руководят солдатами. Как это будет выглядеть, какой эффект от этого будет, мы видели в Иловайске, мы видели на Савур-Могиле, мы видели в Широкино и так далее. Поэтому рассчитывать на вот этот вот опыт и навыки невозможно. Рассчитывать на то, что эти люди перестроятся, будут жить по-новому, тоже нет. С моей точки зрения, должна быть как бы градация, квалификация и отсев. Да. При этом как бы есть естественный ход событий, при котором там, младшие командиры, которые принимали участие в горячих точках, были в аэропорту, были в других местах, они получили тот ни с чем не сравнимый боевой опыт, который навсегда в их сознании. И этот элемент является позитивом. Да? Он низменный, но его можно оперировать для создания дальнейших действий по управлению, по командованию и так далее. В большей степени. 3,5 года тому назад я сталкивался с тем, что в частности, американская страна предлагала бесплатное обучение наших офицеров в высших учебных заведениях армейских. Україна пішла на це? Ни одного офицера де-факто не было послано. То есть, как бы, А чому? Не було бажаючих? Не було... Не было, еще раз, это не было решения. Я прекрасно помню, как одного из комбатов, одного из очень уважаемых бригад, которых достаточно хорошо проявился в начале войны, я рекомендовал его направить на эти курсы. Да, это было как бы 3-годичные курсы, но в результате этого, если бы мы тогда заложили сегодня... Що це саме за курси? Що вони дають? Які знання? Это West Point. West Point это высшее учебное заведение американское, которое готовит генералов, по сути. И это то, что нам было необходимо. То есть вот этот вот 3-годичный курс, он позволил бы этим людям прекрасно ориентироваться в стандартах, прекрасно ориентироваться в тактиках и позволил бы выстроить посредством вот таких вот специалистов следующее поколение нашей армии. Вместо этого мы имеем старых советских командиров, мы называем их красные командиры, которые не дружат с прогрессом, у которых нет сильной мотивации
и которые продолжают держаться за свои места. Яка освіта у молодих командирів є наразі в Україні, яку вони можуть отримати? Они могут Звідки закончить... черпати інформацію, якщо немає можливості там, або за якимось незрозумілими причинами командир або військовий не може отримати... Человек, который хочет учиться, он найдет возможность учиться. И более того, там, сегодня основная там, миссия наших коллег по НАТО, они здесь не активничают в особенности, кроме как в вопросах обучения, кроме как в вопросах подготовки специалистов, тренингов и так далее. То есть, по сути, если есть воля человека, то он найдет себя и реализует ее. Да, она возьмет большее время, чем это было бы в нормальном учебном заведении. Она будет разрозненная, не так сконцентрирована программно. Но при всем при этом, как бы, это можно необходимо сделать. Я был свидетелем того, как часть наших офицеров, в частности флотских, они выезжали в Канаду на курсы. И там 8-10-месячные курсы они проходили в Канаде. Отрываясь от своих боевых товарищей, они понимали, что это перспектива, это будущее. Они с сожалением, отходя от своих боевых задач, они понимали, что им необходимо это сделать для дальнейшего развития флота і так далі. Вже є ті, хто повернувся, Так. який досвід вони перейняли, чи щось втілюється вже наразі? Да, это происходит. Оно не так системно и не так поддерживаемо сверху, но на уровне, скажем так, средних офицеров этот процесс идет. И как мы часто говорим, не благодаря, а вопреки. Тобто все тримається на ініціативі? Так, точно, на ініціативі офіцерів і на їх відношенні к процесу. У мене до вас ще питання. От ми говорили про освіту і про технічні і тактичні навички. Яким чином от наразі в українській армії призначаються бойові командири і бойові офіцери? Вы знаете, это такой вот советский принцип героизма в большинстве своем. То есть у нас либо хозяйственники, да, сказать, он не разворовал там или не, у него все там, у него все по инвентарю есть, либо он там горел в танке, понимаете? И это, к сожалению, такой вот элемент постоянно присутствующий. То есть формирование и кадровая политика у нас как таковая отсутствует. Как отсутствует, к примеру, HR. Да? Нашу армию спасут по большому счету HR. То есть люди, которые профессионально могут разобраться в навыках. У кадровому складі. Так точно. Понимание просто с каким человеческим материалом приходится работать. И как только вот это будет отсеяно, разобрано, поставлено, и руководство армии будет заниматься развитием, потенциальным развитием тех людей, которые посвящают свою жизнь армии, мы достигнем гораздо более ефектних результатів. От, пане Натан, ми з вами вже кілька разів згадували от радянські засади, як в Україні, так і в російській армії, в українській, так і в російській армії. От поясніть мені, будь ласка, принципову різницю от цих радянських засад від сучасної бойової армії, яка зараз знаходиться на принципі на засадах переможців. На чому вони базуються? Понимаете, советская армия базировалась на большом количестве солдат, которым будет выдано там X техники, там, где каждый солдат с гранатой будет останавливать танк. Вот. И никто не считал ни солдат, ни техники. И экономического там обоснования там, тем или другим действиям не было. Была большая страна, у которой был ресурс, который мог себе позволить там, похоронить миллионы солдат при наступлении или при обороне. В Украине лимитированное количество солдат, большая достаточно армия для Европы, но все равно это нет такого ресурса и нет экономического ресурса. Да, у нас можно говорить о каком-то профицитном бюджете армейском только в 2018 году.
Представьте себе ситуацию, только в этом году на армию будет потрачено 86 миллиардов гривен. До Це этого достатня сума? я не думаю, что это достаточная сумма. Это достаточная сумма, может быть, для содержания, но для какого-то серьезного развития это недостаточная сумма. При всем при этом это уже начало разговора. Да? Но возвращаясь снова-таки, брусиловские проходы, управление стволовое, да, это старая советская школа. На самом деле не советская, она даже прусская, на самом деле. Современное решение армейское является сетицентрическое, да, управление войском, которое позволит каждому стволу, каждой единице техники наносить точечный удар эффективный. То есть идеология, там, один выстрел, одно попадание, да, ну, сказать, или, то есть минимизировать Втраты? И втраты, и человеческий фактор, и минимизировать расход боеприпасов. Понимаете, там, советская школа использует термин БК, да, так сказать, боевой комплект. Там нет количества выстрелов или количества снарядов, а именно боекомплект. Там вот, можно себе позволить. Тогда, когда каждый снаряд сегодня там, в среднем в экономике стоит 1300 евро, вот считайте, там 300 снарядов для достижения одной огневой точки там, или дивизиона противника. Да. Это достаточно дорогая затея. Поэтому применение техники, поэтому применение оптики, поэтому применение связи западное рассматривает ситуацию, при которой мы минимизируем вот эти вот расходы. Эту практику проходили все цивилизованные армии, все успешные армии. В Израиле очень много было, к примеру, вложено в оптику после войны Судного дня, да, когда понимали, что нужно стрелять меньше, но эффективнее. Поэтому там, к любому стрелковому оружию страна разрабатывала оптику. Оптика позволяла стрелять меньше. Я хотіла б повернутися до теми, власне, стратегії і тактики нашого противника. От як на вашу думку, яку наразі зараз стратегію використовує Путін? Тому що ми бачимо деякі процеси у Мінську, вони затягуються, тобто якісь ситуації виникають на міжнародних і дипломатичних просторах у Росії там з країнами Європейського Союзу або зі Сполученими Штатами. От про що це може свідчити, на вашу думку? С моей точки зрения, это исключительно обманный трюк, говорящий только о возможности России, используя там наименьшее сопротивление от мирового сообщества, достигнуть своего, переоснастить армию и стать более эффективным противовесом военным союзам Запада. И нужно понимать, какое количество ресурса Россия на сегодняшний момент тратит для своего военно-промышленного комплекса, как она отрабатывает различного рода применение своего вооружения как на Донбассе, так и в других горячих точках. Все это затягивание времени для усиления своей собственной позиции и для модернизации своей армии. Мы видели, что там с 90-х годов российская армия была как преемница афганского конфликта. Она была в достаточно плачевном состоянии, но там с 96-98 годов военно-промышленный комплекс России был перезапущен в очень многих направлениях. И там за практически 10 лет они достигли достаточно широкого, большого успеха в различных технологиях, в том числе в очень современных технологиях. Технологиях там, радиоэлектронного подавления, беспилотников, модернизации их, новые поколения их авиации и так далее. Плюс достаточно большой ресурс был брошен на
в киберпространство. Да, так сказать, мы видели результаты этого воздействия на выборах в Соединенных Штатах Америки и на кибератаках в Украине и так далее. Это авангард, да, они перестроились, они мыслят по-новому, и они не жалеют сил и средств для модернизации армии и поднятия ее по сути, с колен с 90-х годов. Плюс там развитие Росгвардии и так далее. Так сказать, Россия планомерно при мировом давлении, не отпуская, развивает свою армию. Это приведет только к одному. Рано или поздно будет конфликт. Рано или поздно это оружие будет использовано. Я хотіла повернутися все ж таки до стратегічних. Ну, чи можна це назвати, чи можете ви назвати факти якихось стратегічних переваг нашого противника? От принаймні мінськими домовленостями стримуються наші війська. Я не согласен с этой позицией. Понимаете, существует такой вот нехорошая абсолютно, нехорошая тенденция рассматривания минских договоренностей как попытку остановить нашу армию и так далее. Я думаю, что я видел это воочию, что к моменту начала минских переговоров наша армия была достаточно в плачевном состоянии. И нам нужна была передышка, которая позволила, скажем так, на тот момент, во всяком случае, любые действия были важны для того, чтобы мы сконцентрировались, объединились, превратили в армию еще более способную. То есть нужно было и нужно использовать были эти договоренности для усиления своих позиций. И мы действительно в определенном смысле продвинулись. Я не стал бы так однобоко и однозначно осуждать минские договоренности, потому что нужно понимать, с какого рода врагом мы имеем. Наразі Мінськ яку роль відіграє? Минск это был элементом переговоров с террористами, который на тот момент был для нас важен. Нужно понимать, что... Зараз терористи, сепаратисти, їх по-різному називають. Яку функцію вони виконують на сході країни? Они изначально, их задача была Путин в виде войска, понимаете. Они не представляли собой там, ни в апреле, ни в мае, ни в сентябре 2014 года особой угрозы. Да. Но просто они являлись залогом того, что конфликта и участия России в этом конфликте. Поначалу мы видели, что Россия, да, там, она вмешивалась с буками, она вмешивалась авиацией, она вмешивалась сухопутными войсками, она вмешивалась там, разведдеятельностью и так далее. Но при всем при этом, если вы помните там эффект зеленых человечиков, да, то есть людей без шевронов, людей, не имеющих своего явного принадлежности к армии Российской Федерации. Да, так званых вежливых людей. Вежливых людей и так далее. Да, это был эффект того, что как бы, вот, нужно было создать ситуацию, при котором там, молодые республики, да, создающиеся, они призывают большого северного брата к тому, чтобы он спас их от фашистів, як вони це все називають. Да? От а зараз тактично вони які функції виконують? Російські війська? Или? Ну, я маю на увазі от сепаратистів. Ой, там достаточно тяжелая ситуация. Там, судя по последним этим самым арестам Плотницкого там, и так далее. Мавр сделал свое дело. Он слишком много знает о реальном российском следе в этом всем деле. Эти люди будут устраняться. И они устранялись. Мы видели перечень ватажков всех этих бандформирований, которые там частично с помощью наших там, операций, частично с помощью российских там, спецов были физически устранены, потому что они достаточно много знали, поэтому, да, и Россия как бы постоянно использует этот метод как и в других вассальных так, государствах, наращивая свое присутствие с одной стороны и являясь элементом давления на Украину, на Европу, на мировое сообщество в целом, подстегивая свои интересы. По сути дела, если бы мы говорили там, о прямом вторжении, прямом конфликте,
как это было в Крыму, к примеру, да. Интересы и возможности России, которая в среднем глобально около в 10 раз превышает армия России, армия Украины. Вот. Модернизация и бесчисленный ресурс российской армии позволил бы там более эффективно вторгнуться на территорию України і достигнути більш заметних. От чи готові, власне, як ви вважаєте, чи готові війська Російської Федерації вторгнутися в Україну не з боку Донбасу? У нас є загроза з боку Криму, з Чорного моря? У нас на сьогоднішній момент есть загроза, есть угрозы как таковые, есть с 3 сторон. Или 4 даже, да. То есть у нас есть белорусская граница. Последние учения осенью показывали о том, что вежливые люди появились в Гомеле, да, вежливые люди проводили совместно с невежливыми белорусскими войсками совместные учения. У нас есть Приднестровье с воинским российским контингентом, и у нас есть Крым, который уже с С-400 на борту и с достаточно серьезным воинским контингентом. Да, безуспешным, с моей точки зрения, так сказать, наступление из Крыма было бы абсурдным, но при всем при этом, знаете, вопрос не в них, вопрос в нас. Вопрос не в их готовности на нас напасть, а вопрос в нашей готовности их отразить. А ми готові? Это сложный вопрос. Мы готовы морально, но я не могу однозначно сказать, что мы готовы физически устранить эту угрозу. Ми повернемось до обговорення цієї теми от після невеликої перерви. Залишайтесь з нами.